Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Вопросы приема документов и выдачи внутрироссийских паспортов на территории республики. Министр внутренних дел Родион Габараев встретился с сотрудниками Главного управления МВД России по вопросам миграции. Сотни поклонников, коллеги, представители власти в Госдрамтеатре сегодня простились с народной артисткой Евелиной Гуккаевой. Дань памяти и уважения. Сегодня в селе Верхний Руг состоялось торжественное открытие памятника классику астинской литературы Грису Плеву. Министр внутренних дел Родион Габараев встретился с сотрудниками Главного управления МВД России по вопросам миграции. Стороны обсудили актуальные вопросы организации работы по приему в гражданство Российской Федерации и последующей выдаче паспортов гражданина России на территории Южной Осетии. Подробности далее. Министр внутренних дел Родион Габараев встретился с сотрудниками Главного управления МВД России по вопросам миграции, которые завершили служебную командировку в Южной Осетии. Сотрудники МВД России осуществляли прием документов и выдачу внутрироссийских паспортов на территории республики. Министр внутренних дел поблагодарил сотрудников МВД России за плодотворную работу и пожелал им успехов в служебной деятельности. Благодаря вам наши граждане своевременно получали свои документы, не выезжая за пределы республики. Еще раз вам большое спасибо. За оказанное содействие в решении возложенных на МВД Южной Осетии задач, проявленный профессионализм и укрепление служебных отношений между подразделениями органов внутренних дел МВД Южной Осетии и России сотрудникам МВД России были вручены почетные грамоты. Служу России и Осетии. Уже завтра к выполнению служебных задач приступит новая группа сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД России. Сегодня министр внутренних дел Родион Габараев провел рабочую встречу с заместителем министра внутренних дел по Республике Северная Осетия Аланя Анфисой Кандауровой и представителями территориальных органов миграционной службы, прибывшими в Южную Осетию. В совещании также приняли участие заместитель министра, начальник милиции и общественной безопасности Геннадий Лалев, директор совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Республики Южная Осетия и Российской Федерации Вячеслав Щепелев, начальник управления паспортно-визовой службы МВД Сослан Чикаев и его заместитель Залина Кузаева. Участники обсудили актуальные вопросы приема в гражданство Российской Федерации и организации выдачи российских паспортов на территории Южной Осетии. Геннадий Георгиевич практически каждую неделю с ними буду встречаться, я сам к ним буду приезжать. И думаю, что никаких сложностей, тем более вопросов со стороны там, ни теоретически, ни практически не может возникать. То есть даже не сомневаемся в уровне их профессионализма, в уровне их человечности. В ходе встречи был проведен анализ текущего состояния процесса паспортизации населения республики, а также выработка дополнительных мер для создания максимально удобных условий для граждан Южной Осетии, которые имеют желание воспользоваться упрощенной процедурой получения внутрироссийского паспорта. Было отмечено, что межведомственный механизм взаимодействия полностью налажен. Установлено тесное сотрудничество с профильными структурами, обеспечивающими смежные этапы оказания государственных услуг. Родион Габараев поблагодарил сотрудников МВД России за высокий уровень организации процесса, грамотную координацию действий и выразил надежду на дальнейшее углубление интеграционных процессов между правоохранительными ведомствами двух государств. Анжела Кокоева, Регина Черткоева, Вида Бестаева, Александр Джиоев. Информационный выпуск сегодня. Политическая партия «Иерофарн» уведомила ЦИК о проведении 18 июля предвыборного съезда по выдвижению кандидатов в президенты. Ожидается, что члены политического объединения поддержат кандидатуру своего лидера Хоха Чочиева. Кроме того, о своем участии в выборах заявил депутат парламента Олег Козаев. Собрание его инициативной группы пройдет 19 июля.
Чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Астамур Кация вручил верительные грамоты президенту республики Бадре Гумба. Президент отметил, что Абхазию и Южную Осетию связывают исторически братские отношения, основанные на общей судьбе, взаимном уважении и многолетней поддержке. Кация, в свою очередь, выразил приверженность работе по дальнейшему развитию и углублению двустороннего сотрудничества между Южной Осетией и Абхазией. В столице прошла траурная церемония прощания с народной артисткой Южной и Северной Осетии Эвелиной Гуккаевой. Церемония прощания состоялась в Госдрамтеатре. Проводить артистку в последний путь собрались члены семьи, близкие, коллеги по сцене, деятели культуры и многочисленные поклонники ее таланта. В траурном митинге приняло участие руководство республики во главе с исполняющим обязанности президента Маратом Камбуловым. В Государственном драматическом театре простились с народной артисткой Эвелиной Гуккаевой. Проводить великую актрису в последний путь пришли сотни поклонников, коллеги и представителей власти. Церемония прошла в атмосфере глубокой скорби под нескончаемые аплодисменты, которыми зрители в последний раз чествовали своего кумира. Исполняющий обязанности президента республики Марат Камбулов выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки. На сцене транслировали кадры из архивных записей, ярчайшие роли и моменты жизни Эвелины Гуккаевой, оставивший неизгладимый след в истории театра. Писатель Александр Чехоев подчеркнул, сегодняшнее прощание – это последний выход актрисы к своему зрителю, возможность еще раз вспомнить ее творческий путь. Наш театр сегодня опять в трауре. Мы еще не оправились от того удара, который был нанесен, когда ушел из жизни и провожали недавно здесь Ксару Ванеева. И вот снова опять утрата, невосполнимая утрата. Ушла из жизни действительно яркий представитель той блестящей плеяды артистов, которые украшали всегда сцену нашего театра. Сегодня мы снова скорбим, и мы отдадим ей последние почести. Уход Эвелины Гуккаевой – невосполнимая утрата для культуры Южной Осетии. Исполняющий обязанности министра культуры Григорий Мамьев отметил, что она была не только выдающейся актрисой, но и человеком исключительной душевной чистоты. فلما فانتظرم كنت آدای ما گفته Evelina نبول نودیس كنت خیستر آدای ما گفته دیس نخور دیسا آل خاطر یقود جرتا خود کتا کسترتن نخواسته خل هر کتا واجه افتری با کتا فلا آل خاطری بیان خواست دیس وزدان رسوخ کد من شگدر ایرون رسوخ جبخصل کوی ما آخم. Театральное сообщество республики скорбит, вспоминая десятилетия, которые актриса посвятила служению искусству. Более полувека она дарила зрителям радость, вдохновение и веру в лучшее. Заслуженная артистка Южной Осетии Тиснара Биченова, близкая подруга Эвелины Леонтьевны, вспоминает ее как истинного патриота. В самые трудные для республики годы Гуккаева не оставляла сцену, поддерживая людей своим искусством и помогая им преодолевать тяготы времени. Vajdem narodí Bernard Kempa Kostek fele ensemble Kem Kostarazder. Sarasta bregeti çondi. Evelina Odislieme. Nanam sugodi wazal nervus denisme. Evelina Khatara kasete jurnal. Tiyaratlar var siferaz hoskutame katsartet bertabukutame artis kutam peşe. Mahi koske kutam buyna New York kutam bir khatni khalnatlar sarasta. Meğer hayattan semena kabumba kursanı ben mezarı talgıdı ödü tekin barga alkevdara odet alkevdar orst alkevesvettarını diznar. Последней ролью Эвелины Гуккаевой стала работа в спектакле «Последний свидетель», режиссером-постановщиком которого выступил Тамерлан Зуцев. Режиссер отметил, что эта масштабная постановка, посвященная трагическим страницам истории осетинского народа, символически завершила ее яркий творческий путь. Уходит эпоха с Эвелиной вместе. Эпоха хатовских артистов, которые приехали сюда в 1941 году, в 1961 году и держали основу всего театрального искусства. Office has Meshazir, Deshes, Istolotli Berten, Mesiner Ticina Gordivi,
Художественный руководитель театра Казбек Джелиев отметил, хотя артистка ушла, ее блестящие роли навсегда останутся в золотом фонде театрального искусства и в сердцах благодарных зрителей. Спектакль, когда я дав фазуром, бужугун, абон форижат махимаркай, атихкотат, абон там бужнак, абон на женщина до фашмар балу что-то. Я сашават не мадихканут. Велина там фушарват, смартом басвал, санатабадат, махамбужник. В адрес семьи поступили многочисленные телеграммы с соболезнованиями. Артистку проводили под продолжительные бурные овации, ставшие символом бесконечной благодарности за ее талант. Народной артистки не стало 14 июля на 88-м году жизни. В республике чтут и уважают творческое наследие писателя. Сегодня в селе Верхний Руг состоялось торжественное открытие памятника классику остинской литературы Грису Плиеву. Верхний Руг является родиной поэта и символизирует его неразрывную связь с землей предков. Установка памятника стала возможна благодаря спонсорской поддержке. Автор монумента – известный скульптор Владимир Плиев. В селе Верхний Руг Залского района состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся прозаику, драматургу, переводчику и народному поэту Северной Осетии Гришу Плиеву. На мероприятии собрались представители интеллигенции и общественности Южной и Северной Осетии, делегация остинских диаспор из Саратова и Волгограда, а также родные и близкие поэта. Общественный деятель Казбек Челехсате поблагодарил всех, кто пришел почтить память литератора и поделился воспоминаниями о жизни и творчестве Гриша Джамбулатовича. Особую признательность он выразил меценатам братьям Ростику и Ирбегу Хугаевым, благодаря поддержке которых стало возможным создание и установка монумента. От лица фамильного совета Плиевых выступил Хаджи Плиев. Он поблагодарил всех, кто принял участие в увековечивании имени прославленного поэта. Гриша хужатта, Ишай хужатта, Вашай хужатта, Хахапката, Базаквама Гурой, Мазрашгадар Каной, Бавадна Фидар Зари Фидар Батахчин. После официальной части состоялась церемония открытия памятника, в которой приняли участие Хаджи Плиев и меценат Ростик Хугаев. Автором бюста выступил скульптор Владимир Плиев. Все расходы установления бюста, установка постамента, материалы для благоустройства территории были осуществлены за счет средств братьев Хугаевых. Ростик Хугаев, выступая перед собравшимися, отметил, что Гриш Плиев был одной из самых ярких фигур в остинской интеллигенции. Это Грис, вы дар мох ал кайдар. Alla odajmok dar, koma istefad možem, šarde. Mana rostoch takistar, machadak dar olte koshavun, vadai zonjan, horzu men havivat dar bontasti. Творчество Гриша Плиева глубоко пронизано темой войны. В своей лирике он воспевал подвиг, боевое братство и горечь утраты фронтовых товарищей. Журинакта тенгбирай, тенгдиссожу одаймокути. Здармо бофтеттан нофикуктан чесел, ама ю офта жертозака. Ирон одаме историон форстетай, мама уйос модаттут. Грис масадаттут, эс грису форсма лешапетточе регдар наколем, ректок наколто.
Об известном поэте-фронтовике с теплотой вспоминали и другие гости мероприятия. Имя Гриша Плеева носят улицы в Цхинвале и Владикавказе, библиотека и дворец культуры в селе Октябрьское. Кроме того, в Северной Осетии лучшим студентам присуждается стипендия его имени. В завершении торжества участники мероприятия возложили цветы к подножью памятника. Эльвира Тибилова, Рауль Кочиев, Ирина Гогинова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в Республиканском многопрофильном медицинском центре провел прием пациентов наш соотечественник, известный российский ортопед-травматолог Алан Шадян. Медик с многолетним опытом работы только за день смог принять десятки граждан республики. После тщательного изучения диагноза врач подводит итоги назначения на дальнейшее лечение и оперативное вмешательство. Алина Ельфимова с подробностями. В коридорах РММЦ сегодня непривычно тихо. Вместо суеты – сдержанное волнение. Десятки людей от молодежи до пожилых терпеливо ждут своей очереди. В руках рентгеновские снимки, в глазах надежда наконец избавиться от боли. Консультации проводит наш земляк, известный российский ортопед-травматолог Алан Шадян. За плечами врача, выпускника Северо-Осетинской государственной медицинской академии, 12 лет практики в ведущих федеральных центрах страны. Вот там в лесу, больно. Ой, больно. Так усиливается? Больно. Внимательное изучение анамнеза, детальный разбор снимков и поиск оптимальных решений. Главный итог приема – отбор кандидатов на высокотехнологичные операции. Важно, что помощь будет оказана бесплатно. Суть консультации, консультативного приема в том, что в федеральных центрах очень большие очереди. Нам в этом году, наша клиника, мы вчера работали в частной клинике, выделили очень много квот, то есть мы не ограничены в квотах никак, то есть сколько мы можем взять, столько и будем делать, и они дали квоты для регионов. Чуть-чуть, наверное, маршрутизация будет пациентов чуть-чуть затруднена, потому что там это все должно делать через Северную Осетию, потому что мы не регион, мы как бы отдельная республика. Может быть, когда-то нам тоже дадут и для Южной Осетии, тогда будет очень легко это все делать. Но свой порядок как бы пациентам объясняю. Очень многим, конечно, нужно хирургическое лечение. По словам доктора, большинство пациентов приходят с запущенными диагнозами. Тяжелые формы артроза, деформации стоп и хронические повреждения связок. За каждой дверью кабинета своя история. Годы борьбы с недугом, ограниченность в движении и долгие поиски эффективного лечения. Вчера было 28 человек, хотя по записи там было намного меньше. По приему тоже, в принципе, мы планировали одно время, но пришлось за рамки выходить и до, и после, то есть расширенный был прием. Много пациентов с ортопедической патологией, очень много, все в основном очень запущенные. Многие уже знают, как это делается, и проходили, там, оперировали в федеральных центрах, это в Авредино, в СИТО. То есть уже с одной стороны проведена операция по замене сустава, и следующий сустав. В основном, конечно, приходят, вот сегодня, наверное, большую часть приема были пациенты с коксартрозами, выраженными коксартрозами, с ограничениями, с болями. Много пациентов, которые в начальных стадиях, которые надо просто поддерживать. Для многих сегодняшняя встреча с врачом – это не просто медицинская консультация, а реальный шанс вернуть радость движения и начать жизнь без боли. Алина Ельфимова, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. В Республиканской национальной библиотеке имени Анахарсиса состоялось второе мероприятие из нового просветительского цикла, посвященного историко-культурному наследию Осетии. В своем выступлении профессор Юрий Дицуйте обосновал необходимость сравнительного подхода к изучению фольклора. Лекция вызвала оживленную дискуссию. Слушатели активно задавали вопросы и делились мнениями. Оксана Джуева продолжит тему. В Республиканской библиотеке имени Анахарсиса состоялось очередное событие из просветительского цикла, посвященного историко-культурному наследию Осетии. Организаторами выступили группа Иронорцест, Национальная библиотека и кафедра осетинского языка Юго-Осетинского государственного университета. Цель проекта – популяризация знаний об уникальных пластах осетинской культуры, истории и языка. Алдор қавофта хондис. Oui. Мен амирозма лекцию дис алгозу када жутахай код историон сыртсаван. Код айвадун васмис афтана фала код историон. Абон танане хас саруджерис мана қушчатан сахи курдият магеска нартакачта амираниани гуржаге пос даризантакачта
اما آبخازمه آبرسکیل کارچته هودون آبارست کرجول اما جی شاور خات جکتی سرزن و شاورسته اول جنس دوارت گومست خکات نیست کیفند و من یبونو مرباشا بنتوز سری باره ما باید خوصا. В ходе лекции были детально разобраны сюжетные линии, образы героев и мифологические мотивы, общие для народов Кавказа. Сравнительный анализ позволил не только подчеркнуть самобытность каждого эпоса, но и проследить глубокие историко-культурные связи между древними традициями региона. Лекция вызвала оживленную дискуссию, слушатели активно задавали вопросы и делились мнениями. Мероприятие привлекло внимание как профессиональных исследователей, так и студентов, увлеченных мифологией и фольклором. По словам Юрия Дицойте, просветительский цикл будет продолжен. Следующая встреча, посвященная непосредственно нардскому эпосу, состоится в ближайшее время. این نخواد و چگن نارتکات توجه نیست ایکس آخم پروگرام مانه نی سرماگون پروگرام فلا ماخ وما ماخ منع چیرم بردیران وقتون سر ماخ فنده شمای قوس جتن سخی کردیات دمگسکه شسفند فیقوسن شسفند بازونن هم مگسکه شدر تیماتیکا باشد تکنن شدر لکسی تایز شدر تسخدک شد تکننج چیزونه من دریس که در فخونوی سرماگون پروگرام ما جنای فلا یا سایراگ فلگت دسته ایران لیتراتورا ایران افزاق ایران فولکلور ایران آدم و هیستوری اما افتادارتر. Отрадно видеть, что молодежь проявляет искренний интерес к таким лекциям. Это доказывает, что подрастающее поколение стремится не просто знать, но и глубоко понимать культурное наследие своего народа в контексте современного мира. Оксана Джуева, Рауль Кочиев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. Международный турнир по масс-рестлингу «Кубок Единства» прошел на ВДНХ с 11 по 13 июля сего года. Фестиваль неолимпийских видов спорта собрал сильнейших атлетов со всего мира. Среди них югостинский спортсмен Андрей Кузаев. Он стал призером соревнований. О результатах турнира нам расскажет Алена Гуттаева. Спортсмен из Южной Осетии Андрей Кузаев успешно выступил на международном турнире по масс-рестлингу «Кубок Единства». В весовой категории до 105 килограмм наш атлет продемонстрировал отличную подготовку и завоевал серебряную медаль. Соревнования прошли в Москве в рамках 6-го фестиваля неолимпийских видов спорта и собрали сильнейших атлетов со всего мира. شمایون در خواهد رایسان ما اوقات تکورتون ما فنده دیسه مقطع در سپورت ایزانی مات ساکنن و همین بلکه در بیمت ریف کپورتوی هم گابات سرمت من قشمست ایبراگیم تکاست استمام ما فیسا بوی کاتیگورای جفون جاوید استن اینجا من ما یاس نترین رفت کناش سپورت فراجون تا دیسوشه پروفیسیونال تشفلا جخ شد طلب برتم اینجا اون تست ایسران بولن فلا فستاگ ما کیمن چاپتن در تکچن دیس فلا تکت در ما техника же, Спорт для Андрея не просто увлечение. Он также занимается самбо. Турнир проходил на площадках ВДНХ и в течение 3 дней радовал зрителей зрелищными поединками, шоу-программами и показательными выступлениями. Со счетом 2-1 победу одержал Андрей Кузаев. Андрей. Фестиваль проводится уже в 5-й раз, ежегодно объединяя профессиональных атлетов, любителей активного образа жизни и всех, кто следит за развитием современных спортивных дисциплин. Площадка стала местом для обмена опытом и знакомства с новыми видами спорта. Поддержать Андрея Кузаева приехал его наставник, который поблагодарил всех, кто оказал помощь в организации поездки. یخی بیرک هم در طرف دستا میر ترام بلد طفله که بازد توی من نمانی که چاستات بود تو من افت خودم یخی راف دستا و تسم تنگ دیساک فکاستیس من زخت توی ایدام من وجه میراو یورو وینیم من امنم پادرش کارات دیارده که اردم نفت خست میرد تا نفرس مودست من یوجه دیس خبیات آل برد کشنن آل فازموجنی پادرش کار رات تا افتم زیتا گریگوریونا در یشرم بیروی در نمتنگ فکاستیس اما گاسیت سوسلانه.
Сам Андрей доволен результатом и уже строит планы на будущее. Он намерен не только продолжать карьеру, но и активно содействовать развитию масс-рестлинга. Сейчас спортсмен начинает подготовку к следующим соревнованиям, которые пройдут в Ставрополе. Алена Утаева, Алим Батеев, Зарим Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, дождь в Знаурском районе днем плюс 24, ночью 18 градусов тепла. В Цауском районе днем плюс 23, ночью плюс 19. В городе Квайса днем 21 градус тепла, ночью плюс 18. В Лениногорском районе днем плюс 25, ночью плюс 21. В столице республики в Цхинвале днем 25 градусов тепла, ночью плюс 20. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.